Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. Мы с вами продолжаем тему рассмотра падежей казахского языка. И сегодня мы рассмотрим с вами барыс септик – дательно-направительный падеж. Данный падеж отвечает на следующие вопросы. Кімге переводится как «кому», неге переводится как «чему». И также отвечает на вопрос кайда, переводится как «куда». Теперь давайте разберем, какие же окончания присоединяются к словам в дательно-направительном падеже. И первое окончание – это га, ге. Данные окончания присоединяются после гласных, сонорных и звонких согласных букв ж, з. Рассмотрим мы эти окончания на примерах. Рассмотрим на примере слова сатуши. Переводится как продавец. В дательно-направительном падеже будет иметь это слово следующее окончание. Сатуши прибавляется окончание га. То есть мы перед тем, как присоединить данное окончание, задаем к слову вопрос. Кімге сатуши га. Так как слово твердое, поэтому мы присоединяем твердое окончание га. Получается кімге кому, продавцу, сатуши га. Следующий пример жол переводится как дорога. Здесь можно задать два вопроса: неге чему, и также задать вопрос кайда куда. И присоединяется следующее окончание га, так как слово твердое получается жолга, то есть дороги или к дороге. То есть если вас спрашивают, куда вы направляетесь, то вы можете ответить жолга, то есть вы направляетесь к дороге. Следующий пример щие вишня. Также можно задать два вопроса неге и кайда, и здесь присоединяется уже мягкое окончание ге. Так как слово заканчивается на гласную букву, слово мягкое, значит и окончание нужно прибавить мягкое. Получается щеге, то есть вишня или к вишне. Следующее окончание ка, ке. Данное окончание присоединяется после глухих согласных, а также если слово заканчивается на следующие буквы б, в, г, д. Также рассмотрим на примерах. Слово бурыш переводится как перец, оканчивается на глухую ш, значит нам нужно прибавить и глухое окончание. В данном случае окончание к. Перед этим также задаем вопрос неге чему или кайда, то получается бурыш-ка. Так как слово твердое, и присоединяем также твердое окончание. Получается, перевод будет звучать как перцу или к перцу. Если задаем вопрос неге, то ответ будет перцу, а если кайда, то есть куда направляетесь, к перцу. Следующий пример есык, дверь. Также задаем вопрос либо неге, либо кайда. Есык оканчивается на глухое к, значит и присоединяем также глухое окончание. Слово мягкое и окончание, значит нужно прибавить нам мягкое. Получается слово есыкке. Ответ будет звучать как двери или к двери. То есть сам падеж является ответом на вопрос дательный. Либо что-то даем, либо направительный. То есть к чему-то направляемся. Либо даем двери или направляемся к двери. То есть сам падеж и служит нам ответом на вопрос. Следующий пример орталык. Центр. Слово твердое оканчивается на глухое к. Также задаем вопрос либо неге, либо кайда, и ответ будет звучать как орталык к. То есть либо центру, либо направляемся к центру. Следующее окончание – это окончание на не. Данное окончание присоединяется после притяжательной формы третьего лица. Форма притяжательной формы третьего лица имеет следующее окончание: либо с, либо мягкое с, либо твердое либо мягкое Рассмотрим также на примере. Онын баласы – это притяжательная форма единственного числа. То есть здесь сначала к слову бала присоединяется притяжательная форма третьего лица. В данном случае это окончание с. И после этого присоединяется уже окончание дательно-направительного падежа, то есть на. Так как слово твердое, мы присоединяем твердое окончание дательно-направительного падежа. Получается онын баласы на. Перевод будет звучать как его или ее ребенку. А во множественном числе здесь нужно быть внимательным. Сначала мы должны прибавить окончание множественного числа, затем окончание притяжательной формы, и только после всего этого мы должны прибавить окончание дательно-направительного падежа. То есть, если в притяжательной форме множественное число будет звучать как олардын балалар, то в дательно-направительном падеже уже будет иметь следующее окончание. Это притяжательная форма, то есть олардын бала, прибавляем окончание множественного числа лар, затем прибавили окончание притяжательной формы, это буква и после этого мы прибавили уже окончание дательно-направительного падежа. Все вместе будет звучать как олардын балаларына. Перевод будет звучать как их детям. Следующее окончание – это окончание ае.
Данное окончание присоединяется после притяжательных окончаний первого лица единственного числа и после притяжательных окончаний второго лица в единственном и во множественном числе. Рассмотрим также эти окончания на примере. Так, рассмотрим пример слова «кала». Переводится как «город». В притяжательной форме первого лица данный пример будет звучать как «менын калам», то есть к слову «кала» мы прибавляем притяжательное окончание «м», то есть «менын калам» будет переводиться как «мой город». И после этого мы прибавляем окончание дательно-направительного падежа, то есть будет звучать как «менын калама», то есть «чему моему городу» или «кайда». Задаю вопрос, и ответ будет звучать как «к моему городу». Следующий пример. Второе лицо притяжательной формы будет звучать как «сенын калан», то есть к слову «кала» прибавляется притяжательное окончание «н», будет переводиться как «твой город». После этого мы прибавляем окончание дательно-направительного падежа, и ответ будет звучать как «сенын калана», то есть «твоему городу», «неге». Ответ на вопрос будет «твоему городу» или «кайда» к твоему городу, «сенын калана». Второе лицо притяжательной формы множественного числа будет звучать как «синдердын калаларын», то есть сначала к слову «кала» мы прибавляем окончание множественного числа «лар», только после этого притяжательное окончание множественного числа «ын». Все вместе будет звучать как «синдердын калаларын», то есть будет переводиться как «ваши города». И после этого мы прибавляем окончание дательно-направительного падежа, это букву «а». Так как слово твердое, мы и прибавляем букву «а». Задаем перед этим вопрос, либо «неге», либо «кайда». И ответ будет звучать как «синдердын калаларына», то есть «вашим городам» или «к вашим городам». На этом данный урок завершен. Мы рассмотрели все окончания дательно-направительного падежа. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.